Пропитав запахом пороха свежий воздух, тишину дикой природы нарушили звуки выстрелов. Так в Чечне начался новый сезон охоты. На официальное открытие собираются охотники со всех районов республики и личный состав управления охотничьего хозяйства. Главный гость – Абузейд Висмуратов. Здесь лучшие стрелки соревнуются на звание самого меткого. Цель – сбить движущуюся мишень. Однако попасть в тарелку для тех, кто привык стрелять по живности, задача не из легких. Сбить летающую мишень куда сложнее, чем утку или зайца, признаются стрелки. Однако многолетний охотничий опыт вырабатывает ловкость и умение ориентироваться в любой среде. Через несколько часов летающие тарелки сменили столовые. Шашлык как обязательный атрибут настоящей охоты. Уже за накрытым столом собравшиеся обсудили проблемы окружающей среды. Ведь в большинстве своем природа страдает от рук самих людей. Задача общества – сохранить то, что сегодня возрождается усилиями главы республики, отметил Абузейд Висмуратов. حقا يمكشلو شكال يمكشلو صاقل يمكشلو أنا بعد بذات ذات نرجع عرش كسول سيارة يمكشو ما يشوفت يمك وزان سيارة وزان شوي يساوي حياة شو نمزان يساوي حياة شو وزان شيء شو سينش دوي حدالين. Осенне-зимняя охота длится с 27 сентября и до конца зимы. В целях сохранения популяции некоторых видов животных правила позволяют вести охоту только на хищную дичь, таких как волк, лиса или шакал, регулируя тем самым их численность. Видя от их нашествия, страдает сельское хозяйство, не говоря уже об опасности, которую они представляют для людей, проживающих вблизи лесного массива. Если для некоторых этот сезон период томительного ожидания, то для работников охотничьего хозяйства утомительная работа. Только за последний год выявлено более 50 случаев браконьерства. В отношении таких граждан применяются меры административного наказания. Зура Саламоджи, Млайл Хаджалиев. Новости.